Noqchal yengeç, noqchal alışdeş. İdiye başlar işte alışıyor veya Ассаламу алейкум, Ларми Махкуай. Я приветствую всех телезрителей и слушателей нашего историко-культурологического проекта «Нохчи и Синкетам. Чеченское мировоззрение». Сегодня у нас в гостях интересный эксперт, наш дорогой гость. Это российский ученый, этнограф, исследователь чеченской культуры, истории, известный чеченский историк и политолог, кандидат филологических наук Леча Махмудович Ильясов. Леча Халмарша Вогил, Дейл Рейсхил, передача Даклацан. Маршал Хольхуна, Дейрейз Мусана Хуйль. Друзья, а я хочу напомнить нашим зрителям о том, что целью нашего проекта является популяризация истории, культуры, гуманитарного пространства, связанного с чеченским народом, создание положительного имиджа Чеченской Республики, а также предложить темы, актуальные темы для обсуждения общественности, направленные на цивилизационно-гуманитарное развитие, поиск новых идей и смыслов, ценностных систем, направленных на возрождение, сохранение и развитие чеченского мира, чеченской культуры в условиях современных, сложных, этнополитических, геополитических процессов, происходящих в мире. А вначале я хотел бы проговорить несколько слов о творчестве нашего эксперта. У нашего эксперта вышли такие научные, публицистические работы, такие книги, как «Тени вечности», «Материальная культура чеченцев», «Чеченский этический кодекс», «Чеченский тейп», «Культура чеченского народа», «Петроглифы Чечни». Леча, скажи, пожалуйста, у тебя очень интересная биография. Вот что послужило тому, чтобы ты заинтересовался историей и этнографией чеченского народа? Я родился и учился в Казахстане, но при этом меня всегда интересовала наша история, наши традиции, наши обычаи. И тогда у меня была возможность общаться, можно сказать, с такими прямыми носителями, хранителями этих традиций. И прекрасная возможность это все как бы запомнить, усвоить. И та же работа моя, Чеченский этический кодекс, она основана в том числе и на моих детских наблюдениях, записях, памяти, которая моей сохранилась. То, что они говорили о том, каким должен быть чеченец, каким должен быть чеченский мужчина, чеченский юноша, в какой ситуации он должен себя вести. И этот интерес, он у меня сохранился и вплоть до студенческого возраста, когда я, правда, учился и занимался другими совершенно проблемами, но параллельно я использовал возможность свою пользоваться крупнейшими библиотеками российскими для того, чтобы все-таки побольше узнать об истории чеченцев, о тех, кто исследовал чеченскую историю, этнографию, этнологию. И этот интерес затем у меня стал профессиональным со временем. Леча, вот мы вчера, когда с тобой гуляли по центральным улицам, и мы заходили в наши книжные магазины, и я был очевидцем того, что многие, узнав тебя, как автора твоей прекрасной работы, книги «Тени вечности», многие спрашивали тебя, когда выйдет новое издание или, скажем, старое издание этой книги. Но, в общем-то, все интересуются этой книгой «Тени вечности». Она у меня тоже есть дома, я ее тоже каждый раз перечитываю, изучаю. Хотелось бы узнать, как появилась эта книга на свет? Эта книга является результатом моих исследований средневековых памятников архитектуры в Горной Чечне. Дело в том, что в 1998-1999 годах я работал
на телеканале «Культура», где я снял несколько телевизионных фильмов, касающихся нашей истории, архитектуры. Также я снял фильм о нашем художнике Вахиде Заураеве, который назывался «Портрет художника». И, в общем-то, по заданию Министерства культуры Российской Федерации мы вместе с сотрудниками Аргунского музея-заповедника занимались мониторингом, инвентаризацией памятников. И уже в 2000, 2001, 2002 годах и у меня накопились материалы. И сама ситуация, когда ушла война, шли боевые действия, шла очень мощная информационная война против нас, конкретно против чеченского народа. И нас пытались выставить таким народом полудиким, который не имеет ни культуры, ни истории, ни духовной культуры. И вот моя задача, мне в тот момент показалось, показать древность, уникальность, глубину нашей культуры, просто защититься от этих нападок, защитить республику, народ от совершенно без доказательных таких нападок на нас. И мне показалось, что в тот момент мне удалось. В тот момент даже меня не столько интересовали какие-то объективные научные выводы, доказательства, хронологии и прочее, прочее. Меня больше интересовало просто показать всю красоту, показать уникальность нашей культуры, даже, можно сказать, нашей цивилизации. И эта книга написана больше, наверное, на фоне всех этих переживаний, тех событий, которые здесь происходили. И мне кажется, что для того времени, на тот момент, эта книга сыграла свою роль. И можно сказать, что она была вовремя написана. Леча, а какой период ты охватываешь в своей этой работе, в этой книге? В этой книге у меня там есть разные разделы. И раздел археология Северного Кавказа, археология Чечни, она у меня начинается где-то с 4-го тысячелетия до нашей эры. То есть получается, с 3-го в основном, конечно, если взять Кураракскую археологическую культуру, Майкопскую, которые существовали на нашей территории, то это где-то 5000 лет. 5000 лет нашей истории, да. Я, листая эту книгу, видел очень хороший, богатый фотоматериал. Это петроглифы, это башни, комплексные, замковые комплексы. Очень профессионально сделанные фотографии. Скажи, пожалуйста, а кто автор этих фотографий? Где-то 95%, 96% всех фотографий в этой книге это мои фотографии. То есть это мои фотографии. Кроме того, у меня были выставки моих фотографий средневековых памятников. Они были в Доме архитектуры в Москве, они были здесь, в Грозном. И, вообще, они были в Варшаве, они были и в Нью-Йорке. То есть, я не знаю, как так получилось. Я не считаю себя фотографом профессиональным. То есть, я, по сути дела, своей ученый. Но был такой период, когда в горы, во-первых, там было очень опасно. Во-вторых, никого туда и не пускали. А мне так повезло, что заповедник ходатайствовал, чтобы мне дали специальное разрешение для того, чтобы я мог работать в горах, мог снимать. И я воспользовался этим правом. И, в общем-то, в 2000 году, в 2001 году, когда там в горах шли боевые действия, я параллельно занимался научно-исследовательской деятельностью и занимался фотофиксацией памятников, как это официально называется. И какие-то фотографии получились вполне удачными. И они стали основой фотоэкспозиции, которая проходила в разных местах. Но они вошли в эту книгу «Тени вечности». Леча, первую часть книги, то есть первое издание, она вышла в 2004 году. Я знаю, что у тебя есть планы переиздать ее. Что-то новое войдет в эту переиздаваемую книгу? Но дело в том, что книгу я уже, второе издание книги подготовил. Ответственным редактором ее является член-корреспондент
Академии наук, доктор исторических наук Сергей Александрович Арутюнов. И, конечно же, это совершенно новая книга, она новая и по содержанию, и по своему уровню, и, может быть, даже по богатству фотоматериалов. Ну, то, что касается содержания, там появились, можно сказать, новые разделы, касающиеся нашей материальной культуры. То есть не только архитектура, но и оружие, и одежда, и народно-прикладное искусство, и, допустим, проблемы, связанные с нашей древнейшей социальной структурой. В этом плане, да, это совершенно новая книга, и там, конечно же, фотоматериала будет, и иллюстраций будет гораздо больше. Это и схемы, это и фотографии. Но там тоже где-то основной фонд, фотофонд, это мои фотографии. Но и кроме этого я в небольшом количестве использую фотографии разных авторов. Но каждая подобная фотография, она будет как бы подписана. Что мои фотографии, они будут там без подписи. Леча, ну вот сейчас, послушав тебя, учитывая, что ты сказал, я считаю, что эта книга должна быть настольной книгой у каждой чеченской семьи. Как ты считаешь, я прав? Ну, я думаю, что она действительно должна стать настольной книгой в каждом чеченском доме, в каждой чеченской семье. Но кроме этого, мне кажется, эта книга будет очень интересна всем, кто интересуется историей культуры Чечни, интересуется историей культуры Северного Кавказа, потому что помимо текста там будет очень много иллюстраций, и в этом плане она одинаково интересна будет и ученым, которых интересуют различные проблемы научные, там археологические, историко-культурные, исторические, социальные. Но она будет интересна и каждому человеку, кто интересуется в какой-то степени своей историей, культурой, потому что там очень много иллюстраций. И кроме этого там вопросы, касающиеся нашей духовной культуры, этики, мировоззрения чеченского. Вообще как бы все, что касается нашей чеченской цивилизации, так скажем, о которой в принципе можно говорить, учитывая вот эту многовекторность, многомерность нашей культуры, в том, что она достигла какой-то период времени определенных успехов и в народном зодчестве, и в духовной культуре, и в военном искусстве, и в ремеслах. И, конечно, она имеет, во-первых, свою очень древнюю историю, то есть как минимум 5-6 тысяч лет. И кроме этого она имеет свои какие-то традиции, которые передавались от поколения к поколению и прошли через тысячелетия. И в этом смысле, конечно, эта книга будет интересна всем. Леча, я желаю тебе успеха, удачи и как сказать, значит, чтобы все, что ты задумал, свершилось. Вот хочу тебе пожелать именно вот выпуски изданию этой книги. Она действительно очень важна. И вот последние 10-12 лет, где бы я ни был, на каких-то серьезных форумах, на круглых столах, где наша собирается чеченская элита, научная элита прежде всего, всегда твоя книга считается одним из таких интеллектуальных трудов, важных трудов для чеченского народа. Леча, второй вопрос. Скажи, пожалуйста, как ты оцениваешь состояние кавказоведения в России сегодня? Как вот написала одна исследовательница в своей статье, в таком сборнике кавказоведческом, кавказоведение сегодня из науки превратилось в поле для дискурсов. И дискурсов таких далеких от науки, дискурсов политических, когда с одной стороны как бы одни говорят больше о проблемах в российско-кавказских отношениях, больше говорят о несовместимости культурной, цивилизационной, другие наоборот говорят, что никаких проблем не было, что все прекрасно. И вот это, как бы вот этот фронт, это два лагеря ученых, с одной стороны, мешают как бы объективному исследованию, так скажем, проблем кавказоведения. С другой стороны, вот эти территориальные конфликты, споры, как бы споры о том, кто древнее, кто как бы автохтоннее, так скажем, на территории Северного Кавказа, это тоже проблема, она очень мешает такому комплексному изучению, исследованию
культуры Кавказа, Северного Кавказа, учитывая, что все-таки эта культура, она не была такой чисто этнической всегда практически. Это была культура, можно сказать, региональная. То есть она охватывала разные народы, разные этносы. Вот даже взять те же археологические культуры. Сегодня идут очень такие большие споры о том, кто является создателем майкопской археологической культуры, кто является создателем кабанской. Там ищут, пытаются какие-то найти доказательства, в том числе и генетические. На самом деле, если говорить о том, создатели майкопской культуры были адыгские и войнавские народы. Создателем кабанской культуры, конечно же, это прежде всего нарские народы. А, допустим, аланская культура, она является субстратом для многих народов. Для тех же чеченцев, ингушей, осетин, карачаевцев, балкарцев. И в этом смысле она является общим достоянием, скажем, многих народов Северного Кавказа. И тут проблема в том, что вот на почве вот этих конфликтов, на почве таких, так скажем, идеологических раздоров, уровень кавказоведения, он постоянно как бы падает, постоянно снижается научный уровень, уровень объективности тоже. И задача, как бы, я не знаю, мне кажется, ученых, историков, этнологов, этнографов как-то вернуть кавказоведение вот как науку в нормальное русло. Нормальное русло, в объективное такое русло, и отказаться от каких-то претензий, так скажем, на большую древность, на большую автохтонность, на большую уникальность там, и так далее. То есть пока вот состояние кавказоведения как науки, оно в принципе, можно сказать, очень плачевное. И в том числе и в основном по политическим причинам. Маркала, спасибо. Леча, давай сейчас поговорим о проблемах состояния чеченского языка. Скажи, пожалуйста, в каком вот состоянии находится наш язык, вот твое видение проблемы? В принципе, язык – это система, это живая система, которая всегда развивается по каким-то своим законам. Она развивается как вот любая живая, так скажем, биологическая система, биосистема, с одной стороны. С другой стороны, конечно, язык – это, в общем-то, такой социальный феномен. И его развитие, его эволюция, она связана с многими факторами. С одной стороны, самый главный фактор развития языка – это его востребованность. Но дело в том, что вот эти тенденции, так скажем, к унификации, к использованию одного языка, они существуют не только у нас, но и во всем мире. Не только в России, так скажем, потому что многие ученые, допустим, в тех же скандинавских странах, в Центральной Европе, они переходят на английский язык, как язык науки, и пишут статьи, и общаются в основном на английском языке. И даже уже, у молодежи тоже есть такая тенденция, когда даже у себя дома, у себя в стране многие начинают общаться на английском языке. То есть это проблема тоже. Но наша проблема, она связана не только с тем, что у нас русский язык является языком образования, языком школьного образования, высшего образования. Это вполне нормально, я думаю, что это так и должно, потому что сейчас многие в республике говорят о том, что надо перевести образование на чеченский язык, хотя бы начальное образование. Но мы знаем этот опыт, отрицательный опыт перевода начальное образование на местные языки, он всегда создает большие проблемы ученикам, потом уже в средних, старших классах. Им сложно становится осваивать многие предметы. Они так и, во-первых, не достигают каких-то успехов изучения каких-то предметов на своем языке, но и при этом они не знают и русского языка. И мне кажется, в этом смысле образование должно оставаться на русском языке, но при этом можно, конечно же, более глубже изучать родной язык, можно вести какие-то отдельные предметы, допустим, география Чеченской республики, там история республики, вести на чеченском языке, можно изучать фольклор
также на чеченском языке. Можно изучать этику. Я думаю, в школах все-таки нужно преподавать и чеченскую этику. Я думаю, что можно использовать хороший опыт положительный Грузии, когда там не только преподается этика, но преподается и танцевальная культура, музыкальная культура в таком широком смысле. Не просто там какие-то музыкальные классы, а всех, кто имеет какие-то способности, они все умеют играть там на национальных инструментах. Это дополнительно как бы развивает детей и дополнительный стимул, чтобы вызвать у них интерес к собственному фольклору, к собственной музыкальной культуре, вообще собственной культуре вообще. А то, что касается чеченского языка, мне кажется, тут проблема в том, что язык всегда должен соответствовать времени. Мы сейчас живем в очень таком мобильном, быстро развивающемся времени. И язык нужно также развивать. То есть этим должны заниматься и прежде всего писатели, которые пишут на чеченском языке, поэты, конечно же, лингвисты, потому что и, во-первых, у нас как бы такая большая есть проблема, когда наш разговорный язык – это один язык, а письменный язык, литературный язык – это совершенно другой. Мы давно уже ушли от вот этих сложных, так скажем, окончаний, от каких-то сложных морфологических таких вот проблем в устной речи. То есть наша устная речь чеченская, она более такая аналитическая, потому что, ну, как все языки, они делятся в основном на три типа. Вот, языки аналитические, синтетические и агглютинативные. То есть, ну, допустим, аналитические языки – это французский, английский. То есть, они не используют в основном практически ни падежей, ни склонений. То есть, там это как-то упрощено по максимуму. Я думаю, что наш язык к этому тоже как бы есть у нас тенденции вот к подобному. Но мы стоим тут перед проблемой реформы письменности, реформы литературного языка. Мне кажется, эти реформы назрели, и наш язык нужно освободить от этого такого тяжелого письменного каркаса, потому что когда наши тележурналисты на чеченском в некоторых передачах говорят, там непонятно, то есть человек то ли на монгольском говорит, то ли на китайском, потому что наша разговорная речь, я говорю, она очень далеко ушла. И все-таки письменность, мне кажется, надо как-то подвести поближе к разговорной речи, убрать все ненужные эти носовые «н», которые давно уже не произносятся, убрать ненужные склонения, ненужные спряжения, то есть максимально освободить язык от таких вот якорей, которые не дают ему идти, развиваться дальше. Вот это как бы мое личное мнение, но мне кажется, что мало требовать от молодежи говорить на своем языке, надо все-таки как-то создать предпосылки для этого, чтобы язык наш был легким в общении, чтобы он был мобильным, чтобы он был действительно больше аналитическим, наверное, чем вот те тяжеловесные формы, ненужные склонения, которые практически мы в разговорной речи не используем. То есть наш письменный язык, литературный язык, он нуждается в такой очень мощной реформе. И я думаю, что вот результатом, итогом этой реформы будет как раз и то, что молодежь наша будет с удовольствием говорить на языке, но к этому мы должны поспособствовать слегка этому, а не просто требовать.